опаздывает твой писатель. Сегодня в нашем торговом центре состоится презентация А может, он забыл? начинающего писателя, работающего под ДК псевдонимом ДК. антикиллер. Это взрывная смесь из перестрелок, Что похищений, пишут? настоящей любви и здоровья. Благословенный забывающий, ибо не помнит они собственных ошибок. Это за пределами добра и зла. Ницше, Фридрих Вильгельм. Вау. Читайте Круто эти написано. и ждите их реализации. Фильм с одноименным названием выходит Глава 1. А помните, вы интересовались, кто именно убил? Вы заказывали информацию о том, кто именно убил шамана. Обещали удвоить гонорар. Мой коллега отрабатывал местного блатного авторитета. У него есть, что вам рассказать. А я пока расходы по вашему заказу подобью. Короче, заехали мы на зону. К листу. Поговорить. А он с нами не разговаривает. Брезгует. Но мы ему сыворотку правды и дали. Отличная вещь, экспериментальная. Но он все и вспомнил. Даже как конфеты в детстве тырил. И проскочила там у него темка одна. Подручный его. Метис. Так он шамана и убил. Почему я должен вам верить? На троих? Только по маленькой, а то от передоза память стирает. Начисто. Окей. Сначала навестим Метиса, потом банкира. Идет. Да. Метис? Привет тебе от шамана. Что? Екатерина, а может быть, махнем куда-нибудь на океан, а? Начнем новую жизнь, я брошу пить. Я серьезно. Да? Екатерина Ивановна, вы едете? Да, конечно. Да. Внимание, первый на месте. Встречайте, первый на месте. Как слышите? Скажи, чтобы вот это все перегрузили вот сюда. Да, Федор Сергеевич. Алло, Катя. Катя, вы в банке? Конечно. Мы заканчиваем переезд и уже подключили систему. Что этого все интересуется-то все? Да не волнуйтесь вы так, никто ваш перевод, кроме получателя, отследить не сможет. Я вам перезвоню. Ну, конечно. Проверьте фаервол, проверьте, посмотрите. Что делает-то? Как куда все пропало, абсолютно. Вообще. А да я попробую. Мне посыпался жестко, ребят. Что это, игра? Где этот хакер? Перевод пропал из системы. Как испарился. Так какого хрена ты здесь сидишь, а? Твою мать! А я чё? У меня деньги украли. Как украли? Так украли. Перевод увели. А ты же, значит, водку здесь жрешь. Михаил Олегович. Спокойно. Поймите, Михаил Олегович, это не наша проблема. Вот чье? Служба безопасности. Михаил Олегович, вы обещали мне. Обещал, значит, женюсь, Катя. Тот, кто запустил вирус, знал все пароли. Среди своих ищите.
Вам теперь только этот поможет. Брюс Уиллис. Ты издеваться, что ли, еще надо мной, падла? Думаешь, я не узнаю, кому ты продался? Не грузите! Картотеку сейчас я личное дело твою сволочь возьму. Да оставьте вы его, он уже проверенный 100 раз. Проверенный. Ну, Кем проверенный? Сколько ты у меня работаешь? Начальник, вот сколько ты у меня работаешь? Катя, Да, Федор Сергеевич. За 10 лет у нас завелась вы меня игнорируете. Почему же я вас игнорирую? Совсем нет. А твоя работа их отлавливать. Я понимаю, сейчас просто неподходящий момент. И если она завелась, значит... Что значит? Значит, крыша это ты. Найдите этого лиса! Кем? Ну что там в банке? Кем? Давай по домам. Сутки уже здесь сидим. Ты езжай, я пока с делами разберусь. Кент, Банкир, мне нужен лис. ну, вообще-то в дурке, лечится от алкоголизма. Никого не убивать. Заказчик сказал, сам разберется. Вадим Романович, а вы куда идете? А почему вы на работе, а? Да пошел ты нахуй! Пациента 2 года назад привез его друг, Литвинов. Этот ваш Коренев – классический случай, герой-одиночка, мать его. Ну, набрынкались. Борется за закон незаконными методами. Отсюда одиночество. Жена вроде любил, но все равно бросила. Короче, пить начал, на людей с пистолетом бросаться. Литвинов сам из органов. От греха подальше и спрятал. И мы его на таблетках держим. А если он не будет принимать эти препараты, он перестанет себя контролировать. А еще он начал писать. В результате волшебной, врачебной ошибки. Ну что, вы разобрались с вирусом? У нас пациенты рисуют. Еще нет? Это помогает. Я ему говорю, пиши. А он не понял. Да, И начал писать. В смысле писать. я жду. Вы что, теперь писатель, что ли? Стиль набирает. А сюжетно прекрасно. Да. Отпустите его, пожалуйста. Я не могу его отпустить. Я не могу его выгнать за плохое поведение. Он больной Мы человек. вам деньги предлагаем. Девушка, уверяю вас, у меня с деньгами все в полном порядке. А вы в каком банке деньги держите? Все, на выписку. Главный сказал здоров. Да не, ребят, вы что, это ошибка. Вы вообще, я книгу пишу. Исписался корешок. Главный сказал здоров. Все? Все. Пойду искупнусь. Че? Искупнусь, говорю, на прощание. Нет, ну правда, куда я пойду?
Чего дают, а? Это лис! Здорово! Кожаная голова! Вот ты где спрятался? За нашу психиатрию! Это ты. Это ты. Ах ты. Врач сказал тебе таблетки пить регулярно. Слышишь, ты, банкир, Чтобы я мне тебе говорили, что, я моча? не такой. Стоять! Помоги мне! Помочь тебе! Я тебе что? Помочь мне! Аллилуйя, Алис! Спокойно. Я тебе что, моча? А? Спокойно? Да. Ты что? Что? У нас здесь один такой лежит, немного отсталый, чтобы выжить. Все, перепробовал. Свою мочу пьет. Я тебе что, моча? Как вы меня все задолбали. Чтоб ты знал, если я туда сделаю инъекции коллагена, понял? Да модно. Зато выглядит сейчас, знаешь, как огурец. Кстати, ты тоже хорошо выглядишь. А меня убить хотели, все деньги украли. Вообще здесь у вас спрятаться нельзя? Тебе нет. А где? Где? Какой насыщенной информацией Кстати, а диалог. кто Можно это? просто заслушаться. Вы меня восхищаете. Кто это? Катерина Ивановна, мой финансовый директор. Окончила, между прочим, Кембридж, моя правая рука. Без руки не встает. Если вы не против, я сразу к делу. Уважаемый Лис, простите, я отчество вашего, к сожалению, не расслышала. Вот Михаил Олегович счел, что почему-то именно вы можете нам помочь. Вот сегодня утром на нас совершили вирусную атаку. Красивая штука. У нас украли перевод. И деньги нужно найти. Пока банк существует, еще хотя бы на бумаге. Пока я жив, Катя, банк существует. Это все бумаги, а бумаги мусор. Да, Катя, Федор Сергеевич. что происходит? Да, Федор Сергеевич. У вас что, проблемы? Нет, у нас проблем быть не может. Конечно, мы сразу все переведем. Просто из-за переезда случилась небольшая задержка. У вас. Нет, не у меня. Катя, у меня убили Метиса. Приезжайте немедленно с Хондачевым. Проблема, у него убили там какого-то Матиса, и нужно ехать. Метиса? к нему. Колган, Федор Сергеевич, Колган. он меня первый порвет. Мы должны были сделать перевод. Сегодня. Большая сумма. Лис, мне нужно внутреннее расследование. Всем нужно. Найди врага. Твой враг, твоя надежда. Деньги найдем, их завтра опять украдут. Михаил Олегович. Катя, это, ты думаешь, это мои деньги, что ли? Это не мои деньги. Это бюджетные деньги, Лис, это деньги тех врачей, которые тебя вылечили. Мне нужны эффективные меры моей защиты. Их законность меня совершенно не интересует, а просто вы не знаете. То есть вы хотите, чтобы я таким же образом решил вашу проблему? Стариков, детей, пенсионеров, города всего. Мне вообще-то очень, на самом деле, Лис, жаль, что последние годы меня не было рядом с тобой. Как ты меня нашел? Да, а как ты меня нашел? Кем-то спросил. Слушай, это что, твоя баба? Почти. Что? Не даю. Метиса убили, жаль. Хороший был индеец. Я к нему поеду. Подвезет? Катерина Ивановна, отбросьте нашего друга Лиса до Метиса. А сам спрячься у кента. Это я в смысле напарник теперь его? Я к кенту поеду. Вы вообще меня слушаете? Да, конечно. Не, да, тема ясна. Вирус, бомба, мотоциклист, деньги. Непонятно другое. Вот у вас воруют эти деньги. И одновременно в городе убивают известного авторитета персонажа Метиса. Есть тут связь? В чем мотивация? Это работает на сюжет. И в это же время Михаил Олегович почему-то обращается за помощью именно к вам. А вам, извините, только бутылки в парке собирать. Есть тут связь? А я и собирал.
Так, подстава. Заблокируйте двери транспортного средства и срочно свяжитесь с правоохранительными органами. Спокойствие. Только спокойствие. Молодые люди, у вас какие-то проблемы? Это у вас проблемы, барышня. Да, у меня проблемы. Я могу с вами поделиться. Сейчас я буду звонить начальнику охраны. Черт, его же убили. Так нет, я сейчас буду звонить в милицию. Куда вы будете звонить? Надо заплатить. Эй, Тачка почти руки! новая. Ты, коза, за дорогой следи. Руки убери. Чё за алкаш? Здорово, брат. Здорово. Эй, алло, дядя! Ты что ж делаешь, а? Лис, Вот сюжет. ну что, звонить? Мне ж нельзя волноваться. Водички нет? О, Коренев нарисовался. Подстава. Ехали. Слышь, скажи, а Метиса где завалили? Здрасте. Здрасте. А что случилось-то, не скажете, а? Стреляли, да? Здрасте. Ой, говорят, стреляли. Как девушка жалко. Она-то в чем виновата? Просто случайно здесь оказалась и тоже под пулю попала. Ну что, у нас еще один труп образовался. С возвращением зловещих мертвецов, Филипп Михайлович. Нормально. Прикольно выглядишь. Рад за тебя. Тоже ничего. Ну, как его? Как? Быстро. Парень, правда, еще жив пока. В больнице лучшие врачи его режут. Жив? А чего ввели? Думали, что умер. Он же на креста работал. Крест на зону ушел, смотрящим. Метис на Колгана работает, а Колган сейчас за городом смотрит. Значит, у Колгана общак. Бубен. Музыкальный инструмент. Бубен был в компьютере у банкира. Бубен — тело Метиса. Два несвязанных между собой события раз и неожиданно связываются. Что двигает сюжет? А? Бубен. Доигрался. Как он здесь оказался? А здесь он у своей девочки пасся. Не знает ничего. Не знает, значит, любит. Уже не любит. Умер только что. Из больницы позвонили. Значит, не зря ввели. До свидания. Давно с Метисом живешь? Полгода. Мы жениться собирались. Он ремонт начал делать. Слушай, я Метиса давно знаю. Ты, видимо, особая девушка, раз он тебя жениться предложил. А что, мне лекарства по часам принимать? Скажи, а вот у Метиса в последнее время с нервами все в порядке было? Наоборот, он такой счастливый был. Совсем изменился. Счастливенький он был. Счастливый. Улика. Мне очень жаль, но я должна ехать. До свидания. Извините. У меня тут проблемы с нервами, короче. И врач один, нормальный такой мужик, знаешь, что он сказал мне? Пиши. Пиши. Вот когда на душе тяжело, все, что в голову, пиши. Я пишу, и ты пиши. Про всю свою жизнь с Метисом напиши. Про то, как любили друг друга, напиши. Плачь, напиши. Ну что, поехали?
Куда? Ну как, к Федору Сергеевичу, я с вами поеду, Екатерина Леопардовна. Я вам не буду мешать, я тихо посижу в машине, свежим воздухом подышу. Нет! Я уже устала вам объяснять. Я вам говорю одно и то же. Вы или не понимаете, или я не знаю. Нашему банку грозит банкротство. Этот перевод – это огромные деньги. Федор Сергеевич Колган – это основной клиент нашего банка. Серьезнейший бизнесмен. Я все про него знаю. Это мой личный VIP-клиент. Это мой личный VIP-клиент, Катя. Кличка Колган. 67-го года рождения, криминальный авторитет, 3 судимости. Смотрящие за городом и деньги, которые у вас украли, это деньги местных бандитов. Мне не важно, чьи это деньги. Ага, ну да, вы же банкир. Есть ситуация, кто-то убил метиса, человека Колгана, и он сейчас ищет связь между этой смертью и проблемами в банке. Банкир вас послал, потому что боится. Вас подставили, Катя. Михаил Олегович послал меня, как вы выражаете, потому что только я могу договориться с Колганом об отсрочке. Пожалуйста, не выходите из машины, мне нужно 15 минут поговорить с ним наедине. Успеете за 15 минут-то? А вы с каким диагнозом в больнице лежите? Злоупотребление табельным оружием и алкоголем. Кстати, Колгану без оружия нельзя. Вот возьмите, если что, ткнете этой палкой прямо в глаз. Псих. Екатерина Федоровна, сумочку забыли. Что тут у нас? Чисто. Урод. Нервная. Ну что, здоров, пацаны. Федор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Отличный конь. Спасибо. Не объезженный? Объезжаем. Урфин, прими коня. Я вас жду уже час. У нас есть 2 проблемы. Проблемы? Мы не можем вам перевести деньги сегодня. Нам нужна отсрочка. 2-3 дня. Я мог бы дать вам время, Катя. Мы всегда договаривались. Но только не сегодня. Мне очень нужны эти деньги. Федор Сергеевич, пожалуйста. Катя, вам говорили, что у вас очень красивые губы? Ой, что это у вас там? Перчатку испачкаете. Ничего. Не, пацаны, это длинная история. Ты рассказывай. Время есть. Нам эта бабенка, когда приезжает, надолго. Любит наших лошадок. Да? Ух ты, и часто? В последнее время зачастило. Слышь, у тебя водички нет, а? Сами мало. Жаль. Частенько говоришь. Лошадок, наверное, сдает на нее. Тебе не надо туда. Не надо? Ну, не надо, так не надо. Стой! А что за вторая проблема? Стой! Здорово, Колган! Все нормально, нормально, пацаны. Свои, расслабьтесь. Что за черт? Как дела? 100 лет 100 зим. Как ты тут без меня? Нормально? В чем дело? Ну что, голубки, деньги Кондачева делите? Уйди отсюда. Или это ты их украла? Че ты смотришь, она у тебя деньги украла? Или нет? Вот я лох. Это ты же их и украл, Колган. Ты же сам у себя их и украл. Точно! Катя, это кто такой? Метиса завалил, Кондачева завалил, а общак украл. Ну что, Он никак не отвяжется. украл, колись. Что, деньги украли? Украли. Точнее, украл.
ты украл. Нормально, он у тебя твои деньги украл. Подожди. Нифига, Я Колган узнал общак его. украл. Я его узнал. Вообще, Ты же мент. красава. Крыса ментовская. Это ты, крыса, ты же у своих воруешь. Ты крыша Тебе хандачевская. общественные деньги доверили. Вы что затеяли, А а? тебе не стыдно? Общак увели и на меня валите? Катя, сука, ты кого мне привела? Ты мне мента привела? Стоп, ты я подстилка пошутил. банковская. Я Ты что, меня пошутил. подставила? Это я Да, украл. сука, ты Я меня украл. подставила. Колган, Да я тебя Колган. придушу Я за эти пошутил. деньги. Я тебя на ремни Отпусти. порву. Отпусти, я сказал. Отпусти ее. Вали его! Отпусти ее. Да отпусти ты ее. Ну. Екатерина Колгановна, видите, я все разрулил. Федя, прости меня. Неудачный следственный эксперимент. Угу. А деньги, общак, я тебе найду. Я сказал. Сказал и выстрелил ему в левую ногу. Не в левую, а в правую, мусор. Читатель, ты свидетель. Он этого не хотел. Не хотел. Не хотел. Не хотел. Не хотел. Что это было? Что это было? Что это было? Ревновалась, Катя. Но вначале, признаюсь, немного подозревал. У вас что, эрекция? Я немножко возбужден. Что? Кстати, вам тоже идет, когда вы в гневе. Таблетки где ваши? Выпейте ваши таблетки! Да нет, таблетки не подойдут. Таблетки же они от алкоголизма. Фак. Черт! Черт! Фу! Я же там обронил таблетки. Надо возвращаться. Нет, стой! Все, едем вперед! Едем Не, вперед! возвращаться. Катя, вы не понимаете, что это? Поздно. У меня будут вспышки. Какие вспышки? Такие. У вас есть дети? Какие дети? Да кто вы такой? Да кто вы такой? Вот и я. После себя никого не оставил. Кто я такой? Кто я такой? Я Коренев Филипп Михайлович. Поступаю на службу в органы внутренних дел. Принимаю присягу и торжественно клянусь. Быть честным, мужественным. Не щадить своих сил.
случае необходимости собственной жизни. Если же я нарушу мою торжественную присягу, Господи, пусть меня постигнет наказание по всей строгости! Тот самый мотоциклист? Нихера себе. История. Кать, простите меня, если что. Да все нормально. Живы, здоровы. Я вам даже сейчас завидую. Вы сейчас выжили и заново. Я столько раз, столько ситуаций привык. Ну, вообще ко всему привыкаешь. Кроме одного. Всегда всех подозреваешь. Вот вы моя подозреваемый. Моя. Да, первыми всегда те, кто рядом. Вы вот, вы рядом. Ладно, я пойду посмотрю, где тут немцы, а вы это, не уходите никуда, ладно? Как у вас деньги есть? Ну там, на мороженое, так... Откуда у вас, вы же банкир? Тяжело писать на ходу. Хотя ничего придумывать не надо. Гоняешь, стреляешь, бухаешь. А что остается? Жена ушла. Друзей нет. Почти нет. Осталось только чувство вины и пистолет. Блин, даже пистолета нет. Ах, Катя такая красивая женщина. Подозрительно красивая. Тьфу, проклятая профессия. Банкира нашли? Нет. Окей. Они возвращаются в город. Перехватите их. Мне нужна эта девушка. Лысого убейте. Сделаем. Сыворотку правды захвати. Может пригодиться. Хорошо. И еще.
Здрасте. Здрасте. Здорово, пацаны. О, дядя Юра. Все здесь. Здорово, шаман. Иди работать ко мне. Времена меняются. А для меня нет. Шаману привет. Вы знаете, я не думал, что вам так быстро удастся решить мои проблемы. А вы считаете, что ваши проблемы решены? Шамана больше нет. Что? А меня убить хотели. У меня все деньги украли. Красивая штука. Бубен. Да ладно. Да нормально, в порядке твой банкир. Жив. Приезжайте. Только машину оставьте, а то про вашу погоню весь город шумит. Вы любите футбол? Чепуха какая-то. Забыл кто-то после вечеринки. Ты куда? Я зачем к тебе приехал? Прятаться. Вы любите футбол? Меня зовут Гускин. О, пардон, если что. Слыхали, что на трассе было? Сукины дети. Дети? Послушайте, я не хочу никуда идти. Извините, я не понимаю. Я сегодня утром проснулась нормальным человеком, я позавтракала, села в машину, почистила зубы, приехала в банк. Потом все это началось, эти погони, взрывы. Почему люди убирают? Я никогда не видела, как людей убивают. Я не хочу этого касаться, вы понимаете? А я с этим живу. Вы счастливый человек. Вы не помните, кого убили первого? А вы помните, кого убили первого? Бандита я убил. Да вы с ними живете. За руки их держите. По телевизору смотрите. А я мент. У меня на них сразу встает на бандитов. Рефлекторно. Раз. О, Здорово. брат вернулся. Вас еще не закрыли? Знакомься. Екатерина Турсунна, Кент. Хай. В общем, я поехала, да? Слушай, а у тебя ребята есть? Начинается. Вот они. Звони шаману. Поставь пару человек, а? Можно я уже пойду? Очень приятно было знакомиться. Послушай, Катя, без меня тебя убьют. Я твоя защита. Я хочу тебя. Что? Я есть хочу. Я знаю, кто деньги украл. Ну что, жопа императора, банк спермы решил открыть? Дай водки. Ты шамана помнишь? Шамана, говорю, помнишь? Чего помню? Послушай, говорят, что когда шамана убили, на его счетах не было денег. Кто-то их очень ловко увел. Это были кровавые 90-е. Лис. Подожди, куда Куда? ты собираешься? Забрал! Я вот помню, что когда шаман на тебя наехал, у тебя, сука, денег не было. А потом, когда шамана убили, ты резко поднялся. Ты же сам мне тогда чемодан принес, ты помнишь? Полный бабла. Вот это бабло тебя искупило, Лис. Была одна судьба, стала другая. Кто в бубен стучит? Шаман. Лис, ты что? Поджигай!
Короче, шаман вернулся за своими деньгами. Открывайте дверь! Завязывайся эти ментовские дела! Вот вы менты! Лис, ты же на колесах. Тебе пить нельзя. Палочки-выручалочки. Я бы его убил. Кого? Пересолили. Лис, ну отдай ствол. Без таблеток накрывает. А нахера пил? Прошу тебя, как ментов. Есть пассатижи. Спокойно. Спит. Пусть. Ты можешь просто убить? Нет. Орешек знали тверд. Но все же мы не привыкли отступать. Слушай, ну у меня же есть момент, почетный мент Черногории, Лис, а что? Верни мне Изабеллу, что там делаешь? Нам раскол... Я чувствую, что с тобой... Теперь никто не скажет, что автор пороха не нюхал. Весь день как во сне. Бред какой-то. Наркотаментовская. Эй, люди, а где здесь туалет? Там. Только не потеряйся. Спасибо, разберусь. Хороша гончая. Твоя? Ну? Что? Все еще подозреваете? М? Извините. Я, видимо, очевидно, по всей вероятности, я был неправ. Какой мудак. Что? Я не имел права. Вспышки. 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 Так, все, нормально. Что? Прости. Все. Прости. Прости. Тихо, не надо, успокойся.
Что у тебя первый был? Помнишь? Конечно. Смотри. Сюрпризики были. Спасибо тебе. Я сейчас. Арена. Отправляю Коренев. Статья 214, часть 3. Часть 3. Fucking tear you apart. Спасибо тебе. 3. Нормально. Я ж тебе говорил, лечиться антидепрессантами надо. А ты мочить в сортире, мочить в сортире. Ну как я его, а? Да отпусти ты его! Ай! Катя! За мной, читатель. Катя, все нормально, Катя, все в порядке. Все в порядке. Я в порядке! Это не я. Не я. Я сейчас приду. Я иду. Хорош, женска подсматривает. Блин, кто ж так строит? Добрый вечер, милиция, ваши документы. Кто прислал? Колган? Аргой?
Кто прислал? Колгон? Жопа императора. Отличная вечеринка. С кем ты работаешь? С кем ты работаешь? Кто тебя прислал? Кто тебя прислал? Колган? Бросишь тут курить. Говори, кто? Колган? Шаман. Шаман. Какой шаман? Здравствуйте, девушка. Стой, не умирай, как шаман? Нет! А шаману передай, что я ему стрелку забиваю. Понял? Ой, там какие-то ребята с вашими знакомыми тусоваться поехали. И девушка с ними. Меня не взяли. Говорил, кунг-фу знает. Лес, у меня 3 жмурика. Ты заезжай почаще в гости. 4, там фэншуй. Ну, что будем делать? Ты что, дурак, что ли? Откуда я знаю, что ты будешь делать? Точно. Точно. Так, я к клопу. Тачки нет? На. Ага. Спасибо. Спасибо, брат. Извини, если что не так. Корень-разрушитель. Литвинов слушает. С вами говорит ваша совесть. Лис? Боишься меня? А тебя кто вышел? Долго рассказывать. Ренат, мне человека надо найти. Ну, началось. А я думаю, кто это там на дороге бучу устроил? Не-не-не, это не я. Короче, мне женщину найти надо. Особая примета высокая, брюнетка красивая. Ну, понятно, красивая. Зовут Катерина, работает в банке Хондачева. Пробьешь? Узнаю тебя, где искать. Я за информацией к информатору еду. К Клопу. Приедешь? Трубу не отключай. Спасибо, жду. Все, пап, пошли домой. Гребаный кибасту. Совсем лысым стал. Это кто? Познакомься, папа. Папа. Ага, лис. Шаман ожил. Как это ожил? Не понял. Ожил. Людей мочь налево-направо. Слыхал чего? Это какой-то мститель неуловимый. На мотике бегает пес и шаманит. Да не похоже на месте. Группировку его постреляли, да и детей не было вроде. Я шаман сам хоронил. У него баба была на стороне. Папа про всех знает. Он же всю нашу братву хоронил. Ему волю дай, он нас всех в братскую могилу засунет редком и засыпет. А? На дело иду, помирите на всякий случай. Садись, Михалыч, попоем. Ща и попоем, и потанцуем. У него баба в парикмахерской работала. Колган, мусор, которого ты ищешь, у Клопа на хазе. Ты рядом? Ну давай дальше сам.
Здорово. Зачем звал? Вот, претензии к тебе. Что ты там ищешь, а? Идут по той дороге люди. Михалыч, садись. Люди в кандалах. Михалыч, почиферим? Про мотик откуда знаешь? Или форы. Михалыч, там прах людской. Михалыч, ну куда ты попер? Ты кто? Шаман? Тот, кто убил шамана. Ясно. А тебя кто? Думаю, люди банкира. Выйду, разберусь. Банкир ни при чем. Сам как уцелел? Бронежилет надел. А в больнице за бабки не только смерть можно оформить. Что, живешь в бронике? Не нравилось мне, как Колган общак крутит. А ему не нравилось, что это не нравилось мне. А что про шамана знаешь? Да что на пере он помер. А точно помер. Давай звони. Метис. Метис, помоги мне одну девушку найти. Полюбил я ее. Ты поймешь. На, твоих бронил. Не стрелять! Свои! Лис, дома? Ёбаный кибастуз. И сынка, и папу гонят по этапу. Уй. Одолжите. Бери. Стекла. Клоп. Слышь, Клоп, найди, пожалуйста, мне эту женщину. Какую женщину? Из парикмахерской? Узнай мне, были дети у шамана? Пойдем. Да. Литвинов слушает. Дежурный по городу. Я заказывал сводку. По оперативной сводке проходит похожая женщина. Походу с моста сбросили. А где? На северном выезде из города. Угу. Что-то еще? Приметы? Пальто белого цвета, костюм черного цвета. Брюнетка. Понял тебя.
Пока наши ехали, ее уже скорая увезла. По описанию, это та девушка, с которой ты был утром. Брюнетка, белое пальто, умерла по дороге. Жаль, не обрисовали. Что у меня есть только ты и только я, что мир лишь сон. Что это было? Что это было? Не спи. Идите, да кто вы такой? Да кто вы такой? Да кто вы такой? Вы вообще меня слушаете? И вместе с ним Я хочу тебя. шагнем в огонь. Напьемся слез и повернем земную ось, как вода. Ты чего, Лис? Точно псих. Лис. Ствол отдай. Угу. Дай. Ее увезли. Дождись меня в морге. Здрасте. Добрый день. Мы вообще-то скоро закрываемся. Да, я ненадолго. Как будем стричься? По-быстрому? Уберите все лишнее, пожалуйста. Что-то я не помню, я вас стригла. Нет, меня еще никогда не стригла такая красивая женщина. Ой, ради бога, не Нет, надо. в натуре, я серьезно говорю. А? Как вас зовут, простите? Люба. Вы кто такой? Скажите, Люба, чего такая грустная, какая-то смурная? Ну ладно, я старый бобыль, детей не заимел. Не часто от мужчины такое услышишь. А все потому, дорогая, что настоящие мужчины перевелись. Они все в Экибастузе остались. Где? В Караганде. Простите, а, Люба, у вас дети есть? В зеркало смотрю, автомобиль какой-то остановился. Какой автомобиль? Да я марку и не разобрал. Смотрю только, 4 каких-то пацана вытащили что-то. А номера? Да и номера и не разглядел. Ну ничего я не видел. Видел только, что девчонку потащили и с моста сбросили. А когда детки выросли, он отправил их в Лондон учиться, меня даже не спросил. А я тогда чувствовала, что он чем-то нечистым занимается. Хотел детей забрать. Ну а чё ж ты? А он их против меня настроил. А потом его убили. Сына? Да нет, что вы, отца. Вы к кому? Девушку привезли. А, это про вас из милиции звонили? Сын хотел всегда быть первым. Решил не возвращаться. И сестру не отпустил. Он как-то всегда особенно трепетно относился к ней. Оберегал ее, ревновал. А чё это? Я пыталась их найти. Они пропали. Как они там теперь, мутечки мои? Ой. Грёбаные Экибастуз. На зоне лучше стригу. Падла. Слышь, тут связь плохая. Ага. Да. Алло!
Клоп! А, Михалыч! Говори громче! Есть у них дети! Я не слышу, были у них дети? Я говорю, шамана дети есть! Сын? Сын и дочь! Как и дочь? Я думал, ты погиб тогда, во время взрыва на дороге. Я была совсем одна. Все пошло не так, как мы задумали. Я испугался. Ты куришь? Только маме не говори. Не убивай его. Если я не убью его, то он нас сдаст. Он же коп. Пожалуйста. Не убивай его. Деньги уже у нас. Он не помеха. Тогда я сотру ему память. Есть экспериментальные средства. Сыворотка правды. С побочными эффектами. И о тебе он больше никогда не вспомнит. Никогда. Наше городское чистилище. Место, где все решают свои проблемы. Телефон не отвечает. Ну и где вход? Там? А время-то позднее. Жмурики не работают. Оружие с собой? Может, мне еще и пулемет из багажника достать? Стрелять ты умеешь? Прятался я в багажнике. А вы-то кто такие, падлы? Мы агенты хаоса, но за деньги. Вон как. Сейчас придет и все расскажет. Лысый, прикинь, тут эта хрень, которую тупаки заливают. Ну, чтобы не портились. Тебе, кстати, тоже пригодится. Козел, осторожно! Руки достал! Руки! Тихо, 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 тихо. Метишь, наконец-то! Кто меня заказал? И где мои деньги? Это незаконно. Может быть, наряд вызовем? Хотя, пока они доедут. Дежурный! А чё, никто не работает?
меня заказал? Похоже, переговоры заходят в тупик. Давайте жить дружно, ребят. Но миротворцев звать не будем. Не будем. Ренат, товарищ полковник. Да, ребята, попали мы. Он точно ничего не вспомнит. Меня не вспомнит? Никогда не вспомнит. Жаль, он без сознания. Мог бы рассказать про ваши приключения. Я больше не играю. Вот оно что! Ну что, братва, стволами померяемся? Да расслабься! Один хрен мой больше! Тихо, успокойся. Я больше не играю. Почему? Ренат, ты куда? Ты полковника срок получишь! Никуда попасть не можешь! Я больше не играю. Ну все хорошо, все так, как мы хотели. Что тебе не нравится? Зачем мы всех убиваем? Кого мы убиваем? Они мимо! 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 Помимо всех убиваем, мы хотели просто забрать наши деньги. Идти с Хондачев, эта девушка. Зачем ты ее убил? Зачем ты ее убил? Мы никого не убиваем. Зачем Мы ты никого ее не убиваем. убил? Тише. Это девушка, это ты. Это же ты. Я же сделал это для тебя, чтобы тебя никто не искал. Ты ничего не понимаешь. Я за Горбняком. Они оплачут! Перестань плакать. Пожалуйста, перестань плакать. Зачем ты Папа сказал мне, что убьет, если ты будешь плакать. Послушай меня. Мы никого не убиваем. Мы просто хотим вернуть наши деньги. Ради чего столько лет готовились? Отец всегда говорил, что любое дело нужно доводить до конца и не жалеть врагов. Лиз. Вернемся домой. В Лондон. Тебе нельзя жить среди этих варваров. Посмотри, какая ты стала нервная. Как же тебе убить-то? Ну не плачь. Ну все же хорошо. Но я же люблю тебя, котенок. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Все хорошо. Позвони маме. Позвони маме, и все будет хорошо. Твою мать.
Помирились! Парень, я не знаю, как тебя зовут, но ты очень крут. Ты сделал меня. Молодец. Катя, я полюбил тебя с первого взгляда. Теперь к делу. Я убил вашего отца. Литвинов. Ренат. Вот здесь ключи, наручники. Открой. Я на пенсии, Михаил Олегович. Подожди, у тебя нож в спине. А мне похуй. Как же мои деньги? Да, деньги верните. Вот торкнула мента. Чего ты ржешь? Я серьезно. Стой! Стой! Стой, 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 не стреляй! Метись, не стреляй! Ты не стреляй! Не стреляй! Сейчас все решим. Катя, не стреляй, метись, метись. Спокойно. Я сейчас все объясню. Все нормально. Все нормально, старик. Тут такое дело. Не стреляй. Короче, ты помнишь шамана? Это его сын. Это его сын. А это его дочь. Представляешь, вот та баба, которую я, это его дочь. Стой, стой. Вы не должны стрелять в них. Вы не должны убивать. Мы уже убили отца. Это сын. Это сын. Это дети. Мальчик мстит. А что ты не мстил бы? Ты бы тоже мстил. Ты бы первый мстил. Все люди мстят. Гамлетов вспомни. Он тоже мстил. Чего плодить трупы? Чего мертвецов плодить? Я труп. Он труп. Она труп. Она... Шаман. Стрелку под мостом помнишь? Шаман послал тебя на эту стрелку без оружия, чтобы вас не повязали менты. На стрелку без стволов, чтобы перемочили всех. Делай, что говорят. А когда твоих безоружных пацанов постреляли, ты во всем обвинил шамана. На самом деле все сделал я. Я узнал про стрелку. Самый первый приехал с винтовкой, залег там на мосту. А когда вы сошлись, первый выстрел помнишь? Это был я. Я спровоцировал. Потом я отвез тебя к шаману раненого, помнишь? И ты его резанул. Я. Вот и ее я. Это я. Прости его. Фак. Не стреляй, не стреляй. Катя! Катя!
просил же, не стреляй. Никит! Нарисуй себе второго шамана на своем фюзеляже. За мной, читатель. Катя! Катя! Он увидел, как она... И он бросился за ней, потому что она была... Он помнил все. Она была ключ к финалу, а там были ключи. Он бросился, это было важно, как никогда. Там были ключи. Да, потому что это было важно, как никогда. Круто быть писателем. За ней, потому что она была преступник. Он уже не помнил все ее приметы, все ее красивые приметы. Черт, он забывал, он все забывал, но помнил, что он ее очень любил. Очень любил. Очень. Скажите, как вы пишете? Что вас вдохновляет? Ну, вы знаете, как-то само. Вот сажусь и пишу. Вы говорите, что не помните ничего из своей прошлой жизни. Кто вы, что вы? Так может, сюжет этой книги и есть ваша прошлая жизнь? Да нет. Хотя логично. Почему ДК? Не помню. Но я вспомню. И последний вопрос. Зачем вы написали эту книгу? Ну как? Спасибо. Итак, ДК антикиллер. Спасибо. Снято.
Скажите, и все-таки, это пиар-ход, да? Вау! Пошли. Хорошая книга. Серега, принеси по компьютерам книгу. Ага. Саша, где давай, Потеря памяти, потеря памяти. Я же говорила, что это рекламный ход. Да. Уважаемые посетители, сегодня в нашем торговом центре состоится презентация книги начинающего писателя, работающего под псевдонимом ДК. Книга «Антикиллер» — это взрывная смесь из перестрелок, похищений, настоящей любви и здорового цинизма, достойная лучших образцов жанра. Автор перенес травму, вызывающую амнезию, и не помнит ничего о своей прошлой жизни. Поднимитесь на 4-й этаж и получите в подарок книгу, подписанную автором. Читайте «Антикиллер» и ждите экранизации. Фильм с одноименным названием выходит 3 декабря этого года. Подписать. Подписать? Угу. Подпиши. А кому? Опаздывает твой писатель. Сегодня в нашем торговом центре состоится презентация А может, он забыл? начинающего писателя, работающего под ДК псевдонимом ДК. «Антикиллер». Это взрывная смесь из перестрелок, Что пишут? настоящей любви и здорового Благословенны забывающие, ибо не помнят они собственных ошибок. Это за пределами добра и зла. Ницше, не Ницше, Фридрих Вильгельм. Вау. Круто написано. Угу. Глава 1. А помните, вы интересовались, кто именно убил? Вы заказывали информацию о том, кто именно убил шамана. Обещали удвоить гонорар. Мой коллега отрабатывал местного блатного авторитета. У него есть, что вам рассказать. А я пока расходы по вашему заказу подобью. Короче, заехали мы на зону, к листу, поговорить. А он с нами не разговаривает. Брезгует. Но мы ему сыворотку правды и дали. Отличная вещь, экспериментальная. Но он все и вспомнил. Даже как конфеты в детстве тырил. И проскочила там у него темка одна. Подручный его. Метис. Так он шамана и убил. Почему я должен вам верить? На троих? Только по маленькой, а то от передоза память стирает. Начисто.
Окей. Сначала навестим Метиса, потом банкира. Идет. Да. Метис? Привет тебе от шамана. Что?